Приветствую, добрый вечер. Сегодня мы продолжаем лекторий в школе осознанного родительства. И сегодня тема моего выступления – это эмоциональный баланс в семье. Добрый вечер. Я не так часто выступаю в прямом эфире и очень рада, что у меня получилось с первого раза. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Меня слышно? Надо ли говорить громче? Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Слышно, спасибо за обратную связь. Хорошо, когда есть обратная связь и легче говорить. Спасибо, здравствуйте, слышно хорошо. Угу. Давайте начнем. Эмоциональный баланс. Ну, хочется вот в беседе, задать вам вопрос. А как вы понимаете эмоциональный баланс? Что это такое? Можете отвечать. Здравствуйте. Угу. Добрый вечер. Эмоциональный баланс. Что такое эмоциональный баланс? Ну, баланс, наверное, все вы понимаете, все будете согласны, что это какое-то равновесие, да, баланс. Контроль эмоций. Хорошо. Спасибо за ответ. Еще присоединяйтесь. Как вы понимаете эмоциональный баланс? Угу. Контроль эмоций. Отвечают. Еще что? Когда все эмоции проживаются и не вытеснены. Очень хорошо. Угу. Что еще? Угу. Поактивнее, посмелее. Вот в данный момент все мы чувствуем какие-то эмоции. И я в том числе. Я волнуюсь, эмоции страха, но преодолеваю. Вот, выступаю не первый раз перед аудиторией, но в прямом эфире это не очень привычно для меня. Вот. И каждый из вас тоже чувствует коктейль эмоций. Какие-то эмоции доминируют. Угу. Вот. И это наша жизнь, да, то есть составляющая нашей жизни. Без эмоций у нас нет жизни. Ежеминутно, ежесекундно мы пребываем в какой-то эмоции. И что такое эмоции? Эмоции — это от слова мовы, двигаться, да, побуждать к действию. Значит, эмоции призваны нас побуждать к каким-то действиям. Угу. За эмоции отвечают эволюционно самая древняя структура мозга, да, и лимбическая система, и эмоции, они все призваны нам помогать. То есть это сигналы, идущие от мозга, которые нам дают информацию о том, что происходит, как мы реагируем на то, что происходит в окружающей действительности, и зависит также от нашего состояния внутреннего, самочувствия, также связано с мыслями. Если у нас негативные мысли, естественно, у нас будут неприятные мысли. Угу.
Также замечено, что если мы в грусти или в злости, то любая информация нами воспринимается скептически, критически мы относимся. То есть наше эмоциональное состояние влияет на наши действия, на наши отношения, на то, что мы делаем, на память, на мышление, в общем-то, на всю нашу жизнь. Поэтому в семье все пребывают в разных эмоциональных состояниях. И что нужно делать, чтобы вся семья, взрослые дети научились, ну не научились, а создавали вот такую атмосферу благоприятную для каждого члена семьи, да? Особенно для детей. Поэтому для создания такой благоприятной, эмоционально благоприятной атмосферы ответственность лежит на взрослых, на родителей, да? А дети пребывают, они находятся в состоянии взросления, то есть мы, взрослые, помогаем им взрослеть, становиться, да, в этой жизни, понять себя, осознать себя и научить их проявлять в этой жизни. И поэтому им, естественно, сложнее, поскольку нам, взрослым, если бывает сложно, то, естественно, и детям сложно. Поэтому задача основная родителей, наверное, вы согласитесь, это обучение, да? Обучение социальным навыкам, для того, чтобы дети стали самостоятельными, да? Вот, дети научились проявлять себя самостоятельно в этой жизни, ставить цели, достигать своих целей, да? Вот. И вот в эмоциональном балансе я хочу обратить ваше внимание на несколько моментов. Во-первых, это баланс, значит, как сохранить вот именно то состояние, как вы правильно сказали, да, проживать, да, кто-то ответил, проживать эмоции, да, то есть как сохранять эмоциональное равновесие и адекватно, добрый вечер, адекватно реагировать на те ситуации, которые происходят в нашей жизни, да, во внешней жизни, также быть примером для детей, да, и таким образом, что касается эмоционального баланса, значит, здесь баланс касается не только эмоций, но эмоций, мысли и действия, да. Угу. То есть то, что я чувствую, то, что я думаю, и то, что я говорю и делаю, если находится в балансе, то внутри буду ощущать гармонию, да? То есть человек будет искренним, и он будет предсказуем для своих близких. Близкие будут понимать его, он будет отражать те эмоции, которые он сейчас в данный момент чувствует. Благоприятная атмосфера эмоциональная, это не означает все время позитивные эмоции. Эмоции могут быть разные. Эмоции связаны с уровнем энергии, поскольку энергия, она не может быть все время на повышенном уровне энергии. Мы не можем находиться все время, да, в течение дня. Поэтому энергия то появляется, то снижается. Уровень приятности, то, что нравится нам, тоже меняется. Таким образом, мы по-разному реагируем на то, что происходит в нашей жизни. Если мы строим свою жизнь, согласовываясь именно с внутренним состоянием,
с внутренними желаниями, предпочтениями, то, естественно, мы будем более удовлетворены. Значит, эмоции, они связаны с потребностями внутренними, да, вот. И поэтому как создавать вот это пространство эмоционального благополучия зависит от ресурсного состояния взрослых людей. Вот. Порой бывает таким образом. Например, я работаю с детьми и обучаю, значит, в школе развития эмоционального интеллекта. Работаю также с родителями, консультирую их. И вот сегодня я поделюсь своими мыслями и своего опыта практики расскажу вам, что происходит, что я вижу. Происходит то, что дети не всегда проявляют свои истинные эмоции. Вот. То есть получается, что они не проявляют плохих эмоций. Некоторые эмоции для них нежелательны, да? Это зависит от того, что в семье, может быть, есть табу, например, на плохие эмоции. Бывает так, что ребенок не любит конфликтов, например, да, ссор не любит, и при этом он сдерживает свою злость, он даже не замечает эту злость. И тогда, естественно, он находится в напряжении, и у него и радость не проявляется. И это в теле, в его, значит, видно, да? Вот, поэтому важно, чтобы создавать такую атмосферу в семье, чтобы ребенок не боялся проявлять все эмоции. Вот. И вот когда мы, например, вот в таком упражнении рисуем карту, да, эмоций в теле, то видим, что нередко, зачастую радость дети рисуют в голове, радуются в голове, значит, а в грусть они испытывают по всему телу. И вот недавно тоже проводила диагностику среди подростков, и подростки отметили, что, оказывается, в течение дня они часто, то есть преобладают эмоции неприятные. Эмоции неприятные, грусти. И это связано, когда мы поговорили, оказывается, связано с оценкой. То есть с оценкой того, что они делают. Да? Это связано с самооценкой. И они не удовлетворены тем, что получается у них. И они также не замечают какие-то радостные моменты. То есть не фиксируют их. Хотя вот вполне можно сказать, что ребенок не грустный, да, и даже радостный может в течение дня, но при этом, когда вот начинаем исследовать, изучать, получается, что грусти, неприятных эмоций много, и в том числе также злости, может быть, да, и также отмечают они скуку. Вот, эмоции скуки – это такая эмоция тоже оценочная, и здесь, когда дети говорят «мне скучно», и даже дошкольники, бывает, говорят «скучно», да, родители начинают суетиться, начинают что-то делать, переживать, да, и поэтому хочется сказать, что скука – это очень даже может быть полезным для ребенка, да. Вот поскучать каждый день нужно каждому, и взрослому, и ребенку, поскольку пока ребенок скучает, у него даже вот ученые отметили, да, МРТ, активность мозга, оказывается, активизируются те участки мозга,
которые отвечают за воображение вот в это время. Поэтому, когда ребенок ничего не делает, бывает, что родители говорят, чем-то займись, или часто говорят, ленится, лежит и так далее, да. Может быть, ребенок набирается сил, может быть, он мечтает, он проектирует свое будущее. Поэтому здесь, во-вторых, я хотела бы отметить принятие. Что означает принятие? Принятие чувств ребенка, эмоций ребенка. Это признание факта на существование таких чувств. Не может быть так, чтобы вот ты не можешь этого чувствовать. Или бывают такие вопросы, как так? То есть есть отрицание или непонимание. И тогда, естественно, ребенку становится одиноко, он не может сказать о своих чувствах, эмоциях. Да? Поэтому есть дети, которые подростки, они говорят, когда ты радуешься, они говорят, когда меня понимают. Вот именно ценность понимания взрослого человека очень важна для ребенка. Вот. И принятие именно глубинных чувств, эмоций, чтобы ребенок осознавал свои эмоции, чувства, важно научить его осознавать, распознавать, уловить свои эмоции. А для этого важно самим научиться вот это делать. Кажется, что это просто, да? А на самом-то деле, когда задаешь вопрос, а что вы чувствуете сейчас? Вот задайте сейчас себе вопрос тоже, что вы сейчас чувствуете, какие эмоции чувствуете. И важно обогащать словарь чувств, эмоций, эмоциональный словарь детей, да, чтобы, ну, например, маленький ребенок, дошкольник, он еще не понимает, он чувствует, но не понимает, как это называется, это чувство. И если вы видите, что у ребенка какая-то эмоция, то вы можете спросить и зафиксировать эту эмоцию. В этот момент, например, я вижу, что ты радуешься, вот, и тогда ребенок понимает, что вот это, именно это ощущение называется радостью, вот, или восхищение, удивление, там, да, есть базовые эмоции, которые выявлены учеными, да, во всех традициях, культурах вот эти эмоции базово одинаково проявляются. И поэтому важно с самого детства эти эмоции распознавать, научить распознавать. Дети очень гибко, быстро воспринимают и учатся. Вот. А я наблюдаю, например, нередко бывает, родители приходят с детьми на консультацию или на занятиях, которые я провожу, мама, ребенок, программа есть, например, да, родители не проявляют эмоций здесь и сейчас. Вот здесь можно порекомендовать быть осознанными. А что это такое? Обращать внимание на то, что происходит здесь и сейчас. Оказывается, это тоже понятие вроде простое, но сложное. Да? Например, родитель не осознает, какие эмоции он отображает, да? Какое у него лицо, что видит ребенок. И ребенок, подросток, например, да, говорит маме, я вижу, что ты сейчас, например, хмуришься, или тебе это не нравится. А мама может отрицать это. Нет. И получается, что родитель не осознает своих эмоций в данный момент. А осознанность как раз, мы развиваем осознанность ребенка, это, значит, умение обращать внимание на то, что происходит. Здравствуйте. Ага. На то, что происходит здесь и сейчас. Какая эмоция проскользнула, с чем это связано. И главное понять,
что за этим стоит, почему именно это я сейчас чувствую. Вот, поскольку зачастую наблюдается то, что мы находимся, значит, в виртуальном мире, то есть мы находимся в мыслях, мы оцениваем, да, оцениваем то, что происходит, вспоминаем, что было, или думаем после этого, что будем делать, да, и на каждый отдельный момент мы не находимся в определенном моменте здесь сейчас. Что означает здесь сейчас находиться? Это когда мы чувствуем всеми сенсорными органами, что происходит. То, что я вижу, что я слышу, что я чувствую, да, ощущаю, и в теле ощущаю. И зачастую, когда задаем вопросы ребенку, а что ты чувствуешь? Где находится радость? В теле. Почувствуй эту радость. Тоже этого сложно, оказывается, для детей и подростков. Да? То есть головой они понимают, что сейчас я радуюсь, а где находится эта радость, не ощущают. Поэтому я рекомендовала бы всем телесную терапию проходить, больше, значит, заниматься медитативными практиками, энергетическими практиками и так далее. Значит, вот осознанность определяется тем еще, где я нахожусь, да? Какую эмоцию я сейчас проявляю. Эта эмоция мне помогает или мешает. Например, вот недавно я консультировала семью, родителей и ребенок. Добрый вечер, Елена Кентьевна, я рада. И когда мы разговариваем, ребенок в напряжении. Значит, и родители тоже находятся в напряжении. И у родителей проявляется эмоция злости. И они даже не замечают, что они проявляют вот именно злость и агрессию. Для них это вот энергия, да, то есть они с большей энергией говорят и прямо вот чувствуют, но при этом они отрицают, что у них нет злости, да, вот. А на самом-то деле злость — это неплохая эмоция, это самая замечательная, это энергия, поэтому не стоит бояться злости, да, поэтому важно развивать эмоциональный интеллект. Интеллект что означает? Это способность распознавать и обрабатывать эту информацию, которая идет изнутри. Вот. Распознавать, также управлять, использовать эту эмоцию. Вот. И сейчас вот у нас есть возможность тестировать, да, единственная в мире объективная методика тест оценки уровня эмоционального интеллекта. Весной у нас проходили, и вот осенью, вот зимой еще дети тоже, подростки тестировались, да, и по нему видно, да, что чем дети младше, тем лучше они распознают эмоции. Чем старше дети, тем меньше распознают эмоции. Вот, интересно, да? Ученые говорят, это связано с тем, что дети больше направлены, они открыты, их внимание направлено на взрослых людей, да? Они перенимают это. И поэтому у них уровень распознавания выше, чем у подростков. Вот. А зато у подростков, чем старше, тем выше уровень управления, использования
эмоций. Вот. И вот зная, значит, эти аспекты, в каком плане они развиты у ребенка своего, можно, значит, направить усилия на развитие каких-то вот из этих 4 направлений. Например, значит, эмоциональный интеллект состоит из 4 аспектов, да? Это распознавание, идентификация эмоций, использование эмоций, понимание причин эмоций и управление эмоциями. Не только своими, но и других людей, да? Вот использование и управление — это стратегический домен, стратегическое направление, а понимание и распознавание — это практический опыт человека, да, состоит из практического опыта человека. Вот. И бывает, ну, в принципе, у детей, оказывается, есть высокий от природы, с высоким уровнем эмоционального интеллекта есть дети, да, но они разные. У кого-то вот практический опыт высокий, выше, может быть, или средний уровень, да, у кого-то стратегический. Но вот я сказала, что по возрасту, если смотреть, то выше с возрастом, но с высоким уровнем. Вот из выборки около 60 детей я могу сказать, что это с высоким уровнем мало детей на самом-то деле. В основном это средний уровень и низкий уровень эмоционального интеллекта. Если вам интересно, то вы можете обратиться ко мне и тоже проверить у своих детей, подростков от 10 до 18 лет. Также вы можете проверить эмоциональный интеллект у себя, он тоже есть, это такой тест, да. Этот тест разработан именно авторами теории эмоционального интеллекта, Питером Селловеем, Джоном Майером и Дэвидом Карозо. Так и называется по заглавным буквам их имен. Называется этот тест. Методика на сегодняшний день самая объективная. Вот. И еще хотелось бы обратить внимание ваше на правило 3П. Такое называется, есть такое. Суть заключается в том, что правило 3П. П – это принятие, привязанность и пример. Первое принятие — это вот я сказала, что принятие, искреннее принятие эмоциональных чувств ребенка, да. Во-вторых, это здоровая привязанность, да. Как сформировать здоровую привязанность к значимому взрослому, да. То есть стать для ребенка значимым взрослым, то есть не всегда бывает, что родной человек близкий по духу, да, вот, а чужой человек тоже может стать близким по духу человеком, да. Вот ответственность родителей состоит в том, чтобы создать вот эту безопасную, предсказуемую атмосферу. Если у взрослых людей вот нет такого баланса, я чувствую то, что я чувствую, думаю, говорю и делаю, не в балансе, да, то есть чувствую одно, думаю другое, говорю третье и четвертое делаю, да, тогда получается, что у взрослых есть свои какие-то противоречивые состояния, и тогда, естественно, для ребенка непонятно, поэтому важно создавать вот эту атмосферу, когда предсказуемость была, да, то есть эмоции для нас являются именно сигналом. Если, например, радость, значит, вместе радоваться, быть открытым, искренним, да. Если горе, то горевать вместе, поддерживать друг друга в грусти. Вот.
И самое важное, это я вижу, что очень сложно бывает справиться со своими эмоциями взрослым. Когда что-то происходит, у ребенка сложности, родители начинают ругать или делать замечания, то есть они не справляются с собственным состоянием. Вот. И это происходит потому, что не проработаны их собственные какие-то травматические ситуации в жизни, да, психотравмы, возможно, да, какие-то свои переживания. Они, эмоции переживаются, но они остаются в памяти. Ситуация может забывается, забыться, да, а эмоции остаются в теле. И вот эта ситуация вспоминается. И тогда взрослые, например, часто злятся из-за того, что они чувствуют себя плохим родителем, да, и тогда, естественно, у них проявляется защитная реакция, и они не очень адекватно себя ведут. И вот это не помогает ребенку. Ребенок замыкается, он боится проявлять себя. И когда на занятиях они узнают, что злость можно проявлять, или страхов не бояться, то есть оказывается, дети свои страхи тоже не осознают, да, то есть они называют те страхи, которые виртуальные, например, да, или еще какие-то. Не все страхи осознаются, да, то есть связанные именно с родителями, с близкими людьми страхи могут не осознаваться, да. А вот именно страхи, связанные, среди подростков, это страхи, связанные со школой, бывают, да, и с родителями, например, родительское собрание, или там отвечать у доски, или там общение с детьми бывает, да, страхи. А помладше дети, они боятся темноты, виртуальных каких-то страшилок, которые они смотрели в фильмах и так далее, да, поэтому именно взрослому человеку важно быть рядом в таких ситуациях трудных для ребенка и помочь ему прожить вот это эмоциональное состояние, да. Вот. Показать ребенку то, что происходит. То, что происходит, это нормально, да, и что вы принимаете. Ну, например, важно это проговаривать вслух. Ну, например, так вот. Например, ты взволнован, тебе грустно, я вижу, тебе грустно. Мы можем с тобой поговорить. Ну, например, часто обращаются так, как останавливать ребенка за компьютерной игрой. И родители начинают срываться на эмоции, да. Вот. Здесь важно присоединиться. Тебе не хочется останавливаться. Я вижу, что ты сейчас играешь, но сейчас нужно сделать уроки, или мы сейчас ужинаем, после ужина ты можешь продолжить, например, да, или ты расстроился из-за того, что идет дождь, и мы не сможем пойти гулять. То есть именно описывать. Здесь важно научиться правильно описывать то, что происходит, факт. И тогда ребенок понимает, что его понимают, его ситуацию понимают, и ему становится легче, да? И он также учится описывать. Вот именно описание ситуации, оказывается, тоже сложно, да, когда обучаю родителей, здесь проявляются тоже эмоциональные состояния. Люди, взрослые, не замечают того, что они свои эмоции, раздражение проявляют, или, например, оценки, когда мы используем, например, междометие там и так далее, да, какие-то слова, например, ты же смог, или ты смог, по-разному звучит, да, ты смог, или ты же смог,
уже идет оценка. Поэтому вот такие нюансы, даже в формулировке, тоже влияют на эмоциональное состояние. Поэтому первая задача основная — это помочь ребенку осознать его эмоции и их причины. Когда взрослый человек эмоционирует, раздражается, проявляет злость или находится в своих каких-то мыслях, значит, делах, то у ребенка вот это состояние не проживается. Не проживается, но даст о себе знать вот это состояние. Да? И чем больше таких ситуаций, тем, конечно, напряженнее будет становиться ребенок, закрываться будет и так далее. Он не будет осознавать. И когда задаешь вопросы, как себя чувствуешь или какое у тебя настроение, они говорят: нормально, нормально. То есть нормально это как? Нормально, хорошо? Радость, позитивная, приятная эмоция или не очень приятная? Если не очень приятная, то от чего не очень приятно? Что было до этого, да? Вот. И поэтому именно почему я вот про осознанность говорю. Осознанность, вот бывает так, что люди приходят с работы уставшие, например, отец пришел уставший, не трогайте, и все уже чувствуют злость, вот это, да, то, что произошло, или грусть, печаль, тогда вся семья уже входит в это состояние, дети ходят на цыпочках, чтобы и не шумят, да, вот, и это означает, что означает? О том, что понятно, что на работе какие-то проблемы, есть трудности какие-то, переживания свои. Но при этом, если осознавать, а где я сейчас, кто я сейчас, если задавать вот эти вопросы, мы начинаем запускаем когнитивный процесс, да, эмоциональный интеллект запускается. Кто я сейчас? Я не работник, я отец, или я муж, или я мама. И какой отец, какая мама? Любящий отец. Как только вы запустите вот такой процесс когнитивный, то к вам придут ответы другие совершенно. Да, какой? Я любящий, значит, стратегии тоже будут позитивные, уже появится ресурс. Если человек чувствует себя плохим, недовольным, уставшим, естественно, неприятные эмоции, и он не может здесь и сейчас решать те задачи, которые задает жизнь, например. Ребенок подходит с радостью, показывает свою работу, а родителю неинтересно, потому что он не в ресурсном состоянии, потому что он пока еще находится в том, да, то есть эмоциональном состоянии, в котором он пребывал на работе. И получается, что эмоции, они запаздывают. Ситуация изменилась, а человек еще не переоделся в надлежащую эмоцию, да, то есть эту эмоцию, эмоциональное состояние нужно научиться, как бы такой привычка должна быть, да, осознавать, где я нахожусь, кто я сейчас, какая цель у меня сейчас, хочу ли я сейчас расстроить свою семью, например, да. И вот смотрите, еще ситуация такая, вот девочка 9 лет, она говорит, когда мы изучали злость, она говорит: когда я злюсь, когда я расстраиваюсь или злюсь, то вся семья тоже расстраивается. То есть и от этого она чувствует чувство вины. Чувство вины — это не очень хорошее, да, состояние. Ребенок не осознает, почему так происходит. И у нее нет опоры, да, опора должна быть у взрослого человека. Ребенок должен опираться. Правильно, как со мной происходит? Нормально. То, что ты злишься, это нормально. Давай поговорим, что тебя раздражает, что тебе неприятно. То есть это проговаривать, разговаривать на эту тему, да.
И тогда, значит, ребенок поймет, и вы помогаете анализировать ситуацию. Оказывается, мне не понравилось, например, я расстроилась из-за того, что подруга, например, не пошла играть со мной или еще что-то, да, например, не ответила на мой звонок, например, и так далее. Бывают у детей такие. А если взрослый не обращает внимания, то ребенок остается один на один со своими эмоциями и не знает, что с ним происходит. И чувство вины еще добавляется. И тогда он чувствует вот эту ответственность за все семейство, да, за состояние всего семейства. И это усугубляет его состояние, да. И поэтому важно, чтобы взрослые люди сами научились быть в ресурсном состоянии. И прорабатывали те моменты, которые сложно, например, даются, да. Вот. Например, с ребенком можно поговорить. Видите, что ребенку грустно, потому что ребенок очень быстро перенимает, и он быстро из одной эмоции в другую эмоцию может перейти, да, его можно отвлечь и так далее. Например, у тебя не получается. Я вижу, что ты расстроился из-за того, что у тебя не получается. Да. Обнять ребенка, значит, присоединиться, обнять рядом, чтобы ребенок плакал, может быть, да. Вот когда ребенок плачет, особенно сложно бывает взрослым людям, когда ребенок плачет. Когда ребенок плачет, родители начинают вытирать слезы, не плачь, не плачь. А на самом деле получается опять, если я плачу, значит я делаю что-то, ну, неправильно, да, какие ощущения? Надо перестать плакать. А внутри, в теле все трясется, да, вот это ощущение, вот это оно, эмоциональное состояние, но еще идет. И взрослый человек, не понимая, не принимая или отрицая, говорит, что нельзя плакать или не плачь. Ты же мальчик, например, да? А что делать ребенку, если вот ему хочется плакать? Значит, у него такое состояние. Быстрее проработается тогда, когда рядом будет взрослый, который скажет, ну поплачь. От чего плачешь, да? Поговорить надо, почему взгрустнулась, например, да? Вот, поэтому и тогда уже поплачет и пройдет, и у него состояние изменится, да, и у ребенка не будет ощущения того, что вот это эмоциональное состояние, оно, значит, постоянное. Нужно детям говорить о том, что эмоции приходят и уходят. Здесь нет равенства между ними эмоциями. Эмоциональное состояние – это не он. Да, и мысли тоже это не он. То есть мысли тоже приходят, бывают разными, неприятными. Вот. И тогда эмоции тоже будут неприятны. Поэтому важно научить ребенка преодолевать эти трудности, да. Вот. И тогда он будет ставить такие цели и будет верить в себя. Также нужно научить таким образом решать вот эти трудные моменты, проблемы какие, да, то есть, ну, например, ты так злишься из-за того, что братик сломал твою игрушку, да, хочешь, я помогу тебе сказать об этом брату, например, да, чтобы он больше не брал твоих игрушек. Но когда вот у детей бывает, что он чувствует злость, когда нарушаются его границы, когда кто-то берет без разрешения его вещи, да, например, младшие братья берут обычно, да, поэтому больше гибкости в этом надо, побольше вспоминать себя в детстве, да, и играть и побольше смеяться, побольше счастливых таких совместных дел каких-то, да, и таким образом
вы создаете такую счастливую атмосферу, что все хорошо в семье. Вот именно напитать детей вот именно такой атмосферой, только в семье, да, вот, чтобы ребенок, став взрослым, вспоминал именно эти моменты, и эти моменты, они ему будут помогать в трудных ситуациях, вспоминать и улыбнуться и идти дальше. Это придает силы и ресурсы, да, силы, веру в себя. Поэтому, как говорится, будьте счастливыми, и вы, ваши дети также будут счастливыми. Какие-то есть вопросы у вас? Можете задать вопросы. Есть вопрос? Нагачугайди, спасибо за обратную связь. Вот, может быть, какие-то примеры, свои ситуации можете спросить. Ну, я консультирую сейчас в онлайне, в онлайне тоже хорошо идет консультация. Вот, также занятия веду для детей по развитию эмоционального интеллекта, подростки, вот 8-9 лет, младшие школьники, подростки. Вот как раз сейчас идет набор 10-11 лет, есть места, можете присоединиться. Также старшие подростки есть, это 15-17 лет. Вот. Спасибо, очень познавательно, спасибо вам за отзыв. Угу. Радует это, что что-то полезное я вам рассказала. И на консультациях приходят родители с детьми. И здесь вот вопрос, как мотивировать ребенка 7 лет, уроки не хочет делать, да. Часто задаются какие вопросы по мотивации. Смотрите, здесь тоже важно научиться мотивировать. Важно понять, почему ребенок не хочет делать. Если 7 лет, здесь можно предположить, что ребенку что-то дается трудно, да, с трудом. Ему трудно, но ребенок не хочет об этом говорить, не хочет расстраивать, потому что могут быть ожидания какие-то, да, или это еще непривычная ситуация, да, потому что уроки делать это умственный труд, поэтому потихоньку приучать надо, да. Угу. Ага, потихоньку обучать. Вот когда ребенок будет с радостью садиться за уроки, когда рядом мама что-то делает, например, вы свои дела делаете, надо определить, например, место, чтобы это место вместе можете вы определить, нравится за этим столом сидеть или нет, что-то изменить в пространстве, да? Угу. Учеба дается легко, все эмоции важны. Так, про скуку сказали, спасибо. Ага, очень хорошо. Поэтому мотивировать это означает, если не удается, то означает спросите себя, вот насколько вы сами мотивированы, насколько вы сами в ресурсном состоянии, насколько вы заботитесь о своем собственном состоянии. Если родители, например, не уделяют времени себе, все детям, работе, все время в делах, то, естественно, энергия истощается, и также важно поддерживать друг друга. Супруги, вот именно отцы, да, поддерживать мам надо, да, потому что мама эмоционально поддерживает детей. Мама является, да, вот хранителем очага же говорят, да, эмоционально. И отцов, мужей поддерживают женщины, да, и детей поддерживают. Поэтому
тоже подпитывать. И поэтому я хотела бы рекомендовать создать эмоциональный банк. Эмоциональный банк в семье. Есть финансовый банк, а здесь эмоциональный банк. Вот. И каждый день вкладывать туда, каждого поддерживать, то есть приятное говорить друг другу. Вы можете это делать в виде сердечек, или это можно устно, это можно сделать по-разному, в виде игры. Я думаю, что во многих семьях это делается, но чем чаще, тем лучше. Больше обнимашек, телесно, чтобы не было телесной депривации. Да. Бывает, что взрослые люди приходят, им не нравится телесные соприкосновения. Даже бывает так говорят, мне не нравится, когда мой ребенок обнимает. Да. То есть это о чем говорит? О том, что вот именно какие-то психологические именно травмы или вот эти переживания эмоциональные какие-то, да, пережитые в детстве, они дают знать, и человек уже настолько напряжен, что любое прикосновение для него болезненно, да, то есть вспоминаются какие-то боли и так далее. Поэтому телесная терапия очень помогает вот именно освободиться от этих зажимов, мышечных блоков и психологических вот этих травм, да. Вот, поэтому, а психологические травмы, они как будто это на самом-то деле жизнь может быть как бы счастливая в детстве была, да, любили и так далее, но все равно вот эти травмы, они связаны именно с переживаниями, да, то есть ребенок растет, вот все условия созданы, да. Приходит семья, да, там любящие, все любящие родители, но при всем при этом ребенок переживает. Почему так происходит? А потому что вот на эти эмоции не обращали внимания, да, или все было хорошо, а вот на переживания не обращалось внимания. Когда ребенок все это пройдет, или говорили, это легко, просто, например, да, даже одна такая фраза, это же легко, например, отец говорит, да, не обращай внимания, представляете, да, а ребенок в этот момент переживает что-то свое, например, да, насколько это адекватно, не совсем будет адекватно, и его переживание еще усугубится, да, он может почувствовать, что его папа не понимает, хотя вроде папа ничего плохого не сделал, да, например, вот. Поэтому поход к психологу это не обязательно то, что там что-то страшное, там травма и так далее. На самом-то деле у каждого человека есть над чем работать, познавать себя, открывать что-то интересное, да, вот. И я приглашаю также на консультации индивидуальные, на семейные, на родители, ребенок можно, да, консультировать, где я выступаю, например, как переводчик, например, да, как посредник, то есть в общении, помогая сохранить или укрепить эмоциональную связь. Бывает, что в подростковом возрасте вот эта эмоциональная связь, она как бы ребенок хочет отделиться, а у него вот это из-за непонимания происходит отдаление, да, вот в этот период особенно важно, да, чтобы взрослый родитель и ребенок понимали и научились общаться без эмоций, да, научились договариваться, согласовывать свои действия и так далее. Также, значит, семейные консультации и также эмоциональная методика диагностики эмоционального состояния. Это методика моя собственная, разработанная на собственном опыте работы многолетней. Поэтому на основе этой методики можно понять причины своих, понять собственные, что происходит, да, и понять потребности какие
несознаваемой потребности. Эмоции, они являются ключом к несознаваемым потребностям, поэтому можно понять, почему, что происходит, да, глубже узнать, вот, проанализировать. Так что приглашаю, и можете обращаться по вопросам детско-родительских отношений. И тест для подростков от 10 до 18 лет. Вы можете, есть в профиле телефон, обращайтесь в центр Надежды Васильевой. Так, больше вопросов нет, кажется, да? Ну, на этом я завершаю свой прямой эфир. Кто присоединился, я приветствую, и смотрите в записи. Сейчас я сохраню эту запись. Всем желаю эмоционального благополучия. Так, вот вопрос. Из-за этого у старшей дочки нету своего мнения. А не погодки. Ага, спасибо за вопрос. Да, бывает такое, что да, младшие дети могут быть и лидерами, а старшие более, там страхи могут быть, да. То есть, значит, старшему ребенку больше давать возможности проявлять себя, проговаривать можно, разговаривать можно, да, не оценивать. Если есть оценка какая-то, любая, даже молчаливая оценка же бывает. Вот молча, да, атмосфера молчания, но люди боятся говорить. Поэтому в мыслях даже не должно быть оценок. И дети сами себя оценивают. И я хочу сказать, вот сколько детей обучала за эти 4 года, да, эмоциональному интеллекту, практически у всех сложности с позитивными качествами. Это о чем говорит? С самооценкой это связано. То есть дети оценивают себя по оценке взрослых родителей, да, и вот они о себе 3 позитивных качества сказать затрудняются. И родители тоже затрудняются, кстати. А родители обычно говорят такие качества, как ответственный, принципиальный и так далее. То, что касается дела, или то, что касается отношений с людьми. А именно своих качеств личностных, человеческих, да, то, что не отнимешь. Ну, редко бывают такие качества, как человек. Я с чувством юмора, я веселая, я энергичная, активная, там, и так далее. Вот этого не отнимешь у человека, значит, человек понимает, осознает свои качества. А как чтобы ребенок осознавал это? Фиксировать, обратную связь давать ему. Радоваться надо. Да? Если мы не радуемся, то ребенок не будет знать, понимать, что это радость. Да? Вот. И когда я задаю вопрос, от чего вы радуетесь, они говорят, оценкам радуемся, успехам, Новый год, день рождения. То есть это те моменты, когда радуются родители. У них в голове вот это запоминается. На самом деле они каждый день радуются. Дети радуются каждый день, но именно им нравится процесс чего-то, да, например, когда они играют, и когда их направляешь на это, они, да, я радуюсь, мне это нравится. А почему они это не осознают? Потому что в теле напряжение есть, в теле. Они не чувствуют, они в голове вот эта радость есть, а тело-то не раскрепощено, тело не радуется, и они радуются вот губами только. Так радуются. У меня нет такой бурной радости. Вот почему? Потому что когда дети бурно радуются, им что говорят? Перестань прыгать или хватит, сильно не радуйся и так далее. Да? Блокируется их энергия. Таким образом они научаются не проявлять свою радость. Что оказывается, это не очень хорошо. Вот, поэтому пусть дети радуются и проявляют злость, но нужно научить злость проявлять конструктивно, чтобы ничего не разбил, себя не навредил друг другу и так далее, да, вот.
Вот на вопрос отношений сестер еще хочу добавить, что старшую девочку надо как бы отмечать, спрашивать ее мнение, да, вот. Больше разговаривать, вот. И отмечать младшей, что вот старшая помогает, когда она помогает ей, и так далее, да, вот. Ответила на ваш вопрос, да? Еще есть вопросы? Так. Ну хорошо. Я рада, что наш прямой эфир состоялся. Если нет вопросов, то я завершаю эфир и закрепляю. Всего доброго.